Можно даже сказать, ни дня без женщины. Практически под таким девизом проходит предвыборная кампания Дональда Трампа, поскольку различные газеты и телеканалы США публикуют откровения женщин, которые рассказывают о домогательствах со стороны Трампа. Он все, конечно, отрицает, а штаб кандидата называет такие заявления выдумками. Так вот, 74-летняя Джессика Литц рассказала в интервью «Нью-Йорк Таймс», что примерно в начале 80-х годов прошлого века между ней и Трампом произошел следующий инцидент. Трамп начал приставать к бизнесвумен, коей на тот момент была Литц, в салоне первого класса самолета, совершавшего рейс в Нью-Йорк. Он был словно осьминог, говорит Джессика. Она утверждает, что Трамп, которому на тот момент было около 35-40 лет, грязно приставал к ней. Еще одна женщина, которую зовут Рэйчел Крукс, поделилась с изданием истории о том, как Трамп начал целовать ее в губы в 2005 году у лифта одного из его зданий, Трамп Тауэр в Манхэттене. Крукс работала там в приемное агентство недвижимости. Это не было случайностью, и это было недопустимо, говорит женщина, которая сейчас живет в штате Огайо. Я была очень расстроена тем, что он счел меня настолько ничтожной, что со мной можно было так поступить, говорит она. Напомню, что к тому же году, 2005-му, относится и скандальная аудиозапись, опубликованная в Вашингтон-Пост. На ней Трамп хвастается тем, что его звездный статус позволяет ему без особых проблем приставать к представительницам противоположного пола. Журнал People также в среду опубликовал откровение своего автора Наташи Стойнов, которая в том же 2005 году освещала первую годовщину семейной жизни Дональда и Мелании Трамп на его вилле в Палм-Бич, штат Флорида. Стойнов рассказывает, что когда беременная на тот момент Мелания поднялась переодеться, Дональд решил показать ей особняк и завел в какую-то особенную, по его словам, комнату. Дальше Стойнов описывает, что именно делал Трамп, плотно прижав ее к стене. К счастью, как говорит автор, в этот момент в комнату зашел дворецкий, который сообщил, что Мелания вскоре спустится и можно будет продолжить интервью. Реакция Трампа в Твиттере на откровение журналиста последовала незамедлительно. Почему автор статьи 12-летней давности в People не упомянула тот инцидент, в кавычках пишет Трамп в своем материале? Потому что его не было, утверждает он. Впрочем, Стойнов объясняет, что решила не сообщать тогда о домогательствах Трампа, поскольку испугалась того, что могущественный и богатый бизнесмен может дискредитировать ее и поставить крест на ее карьере. Статью в «Нью-Йорк Таймс» Трамп и вовсе назвал полностью сфабрикованной. Что касается соперницы Трампа Хиллари Клинтон, американские газеты гадают относительно ее потенциальных политических уже партнеров в случае победы на выборах. Вашингтон-Пост полагает, что определяющим для новых властей может стать сотрудничество 68-летней Клинтон и 47-летнего республиканца Пола Райана, спикера Палаты представителей, известного натянутыми отношениями с Дональдом Трампом. Как отмечает издание, в отличие от многих представителей своей партии, Райан не пытался копаться в грязном белье и скандалах, связанных с Клинтонами. И по ряду важных сфер его позиции могут совпадать с теми, которые занимает Хиллари. Впрочем, до выборов еще почти месяц, так что говорить всерьез о будущих тандемах и партнерствах пока преждевременно. На сегодня у меня все, Роман. Да, Рафаэль, благодарю. Рафаэль Саков о предвыборной гонке в США. Я должен добавить, что Дональд Трамп сейчас выступает на мероприятии во Флориде, и он назвал все эти атаки на себя лживыми и причиняющими боль. А газета «Нью-Йорк Таймс» заявила, что не будет отзывать никакие публикации, а лучше встретиться с Дональдом Трампом в суде. Теперь